В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. В Якутию с рабочим визитом прибыли полпред Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. 14 вопросов рассмотрели на 25-й сессии районного совета депутатов в Нерюнгри. Уникальный ковер длиной в 2,5 метра сшили мастерицы республики. Школу и культурно-спортивный центр построят в селе Бяськёль Горного района при федеральной поддержке. Об этом в ходе рабочей поездки в Якутию сообщил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он высоко оценил работу главы Айсена Николаева и его команды по восстановлению пострадавшего от пожара села. Вы знаете, самое главное, что люди довольны результатом. Более того, даже когда их спросил, строили быстро, есть ли какие-то недоделки, вот хозяйка дома оглянулась и сказала, а недоделок-то и нет. Это здорово, когда за 2,5 месяца выполнена такая работа. Построено 34 дома. Дома построены в той же площади, в которой они были у людей. И никаких жалоб, никаких замечаний у людей не возникло. Здесь все работали. Я хочу и руководство республики поблагодарить, и компанию «Алрос», и компанию «Роснефть», которые помогли профинансировать строительство домов. Поэтому вот мы можем говорить о том, что поселок восстановлен. Николаев, в свою очередь, рассказал, что при поддержке федерального центра кратно увеличено финансирование на подготовку к пожароопасному сезону. Уверен, что мы сейчас должны провести большую организационную работу. Это и набор дополнительных штатных единиц авиадесантной службы, это и закупка техники, это и правильная подготовка плана тушения пожаров. Ну и самое главное, мы должны провести работу по профилактике лесных пожаров по весне, чтобы людской фактор минимизировать. Ну а летом, когда придет сезон уже сухих гроз, мы должны быть максимально готовы для того, чтобы оперативно всем работать по тушению пожара. Мы, конечно, понимаем, что сухая, жаркая погода, она наверняка и будет и в следующем году, и мы должны быть максимально к этому готовы. Также сегодня в столицу региона с рабочим визитом прибыл министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Вместе с представителями Фонда технологических инвестиций «Восход» он посетил IT-парк Якутия. Делегации представили различные проекты, направленные на развитие научно-технического потенциала республики и всего Дальнего Востока. Среди них разработки в сфере медицины, компьютерных и мобильных игр, робототехники и других направлений. Якутск стал первым городом, выбранным фондом «Восход» для изучения и отбора лучших IT-проектов. Напомним, Якутия по итогам 2020 года вошла в топ-10 регионов страны по экспорту IT-услуг. Помимо этого, республика является лидером Дальнего Востока по этому направлению. Венчурные фонды едут туда, где есть проекты. Если бы в Якутии не было проектов, они бы сюда не приехали. Я просто хочу сказать, что мало кто знает, что у нас Нью-Йоркский фонд Start Venture уже профинансировал 2 проекта по $100 000. Это этот SmartBooks и Hompla. Да, и сейчас они запустили супербатч из наших проектов, качают их вместе с нашим акселератором и весной еще отберут пару проектов. То есть многие фонды к нам уже приезжают и уже финансируют наши проекты. Да? Поэтому это уже процесс нормальный, к этому надо привыкать, что в Якутск будут приезжать фонды и будут смотреть проект. Также Юрий Трутнев и Алексей Чекунков в рамках своего рабочего визита посетили технопарк «Якутия». Там они ознакомились с рядом проектов резидентов парка. О том, какие проекты особенно заинтересовали высоких гостей, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Он сейчас находится в технопарке и готов рассказать все подробности. Коллеги, добрый день. Но я хочу сказать только, что федеральные гости покинули здание технопарка. Здесь резиденты парка представили им всего 3 проекта. Это самый успешный из них. И один из них был, это у нас получается препарат бетукладин, который вот недавно наши ученые получили сертификацию на распространение и так далее. Ну а более подробно, что же нам сообщил Юрий Трутнев и вообще поддержал
поддержал ли данный проект, нам расскажет автор данного препарата Борис Кершенгольц. Расскажите, что сообщил вот во время встречи Юрий Трутнев. Значит, Юрий Петрович достаточно внимательно и с вопросами выслушал наше сообщение по этому препарату. Значит, в целом его решение было очень короткое. Значит, поскольку в его команде, как он сказал, есть люди с медицинским образованием, он даст поручение им с нами связаться и, значит, отработать все вопросы, по которым может быть оказана помощь в продвижении этого препарата. Хорошо, спасибо. Ну а мы двигаемся далее. Это следующий проект. Это проект молодых ученых Северо-Восточного федерального университета. Они находятся здесь, на этой лаборатории. Здесь они испытали несколько своих препаратов и этих придуманных, можно так сказать, технологий. Это у нас молодой ученый Леонид. Леонид, здравствуйте еще раз. Расскажите вообще, Юрий Петрович заинтересовался данным проектом или нет? И в целом вообще расскажите, что из себя представляет вот эта вот искусственная печень. Добрый день, спасибо. Он послушал меня, конечно, вроде заинтересовался, но должно быть все хорошо. Проект заключается в том, что мы создаем искусственную печень. Это такое устройство, которое должно помочь пациентам с печеночной недостаточностью, то есть во время ожидания трансплантации печени. Вот, то есть вот так вот. Я описал принцип работы, вроде так, нормально вроде было. А вы когда придумали данную технологию? Я, конечно, не придумал. Вы что, это коллективный разум у нас, и научный руководитель мой, и Иван Петрович Троев, вообще замечательный человек. Вот с ним в коллективе, еще с несколькими людьми, учеными тоже. Все это придумали, теоретизировали, и на практике все сделали. Несколько грантов защитили. Вот так. А как он вообще будет работать? Это все-таки вот как-то как роботизировано или как это механизировано? Как вообще это идет процедура? Да. Вот принцип такой же, как, допустим, если вы знаете гемодиализ. Только гемодиализ же, он очищает кровь, то есть он убирает из крови что-то. А наше устройство, оно будет, наоборот, добавлять. То есть если мы работаем с клетками, а клетки – это живые организмы. Если это живые организмы, они должны что-то потреблять и что-то выделять из себя. И как раз эти компоненты, которые должны выделяться, кровь будет на выходе от этих пациентов обогащаться теми веществами, которыми должна была обогащать печень, если бы она работала. Но она не работает. И поэтому получается так, что наше устройство должно помочь данным пациентам, по крайней мере, переждать время ожидания трансплантации печени. Вот так вот. Хорошо, спасибо. Ну а в конце я хочу отметить, что Юрий Петрович также ознакомился с кластером развития строительства квартала труда, который здесь же возводится рядом с технопарком, который начали строить в этом году и должны уже сдать в 2022 году. Ну а более подробно о визите в технопарк мы будем рассказывать в наших новостных сюжетах. На этом у меня все. Дима, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Дмитрий Тымыров. Мы продолжаем. В Нерюнгри состоялась 25-я сессия районного совета депутатов 4-го созыва. Вел ее председатель совета Валерий Селин. Депутаты рассмотрели 14 вопросов. Подробности в следующем сюжете. Первым решением сессии стало внесение изменений в устав Нерюнгринского района. Речь идет о нововведении, которое станет дополнительной мерой по защите имущества тех граждан, которые оформили свои права много лет назад. Принятие решений и проведение на территории поселений мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в единый государственный реестр недвижимости. Реализация положений указанного закона не потребует дополнительных действий со стороны правообладателей ранее учтенных объектов недвижимого имущества. В частности, органы государственной власти и местного самоуправления самостоятельно проведут анализ сведений, содержащихся в собственных архивах, а также запросят в различных учреждениях необходимую информацию. Среди вопросов, стоящих на повестке дня, были вопросы о внесении изменений в бюджет Нерюнгринского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, а также вынесение проекта бюджета района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов для рассмотрения на публичные слушания. То есть в течение месяца до 12 декабря жители Нерюнгринского района имеют право вносить свои предложения в бюджет следующего года. И мы будем принимать его 24 декабря 2021 года.
Кроме того, на сессии были утверждены положения о муниципальном земельном контроле, внесены изменения в количественный и поименный состав депутатской комиссии. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Лед еще не встал, но якутяне уже спешат переправиться на тот берег, причем не только пешком, но уже и на авто. И это несмотря на запреты и риск для собственной жизни. Так, в нашем эфире в рамках включения Слоу ТВ с переправы Якутск-Нижний Бестях камеры видеонаблюдения в прямом эфире зафиксировали нарушителей. Было видно, что транспорт по дороге едва не застрял среди неокрепшего льда, и обеим машинам пришлось вернуться назад. Перейдем к другим темам. Мастерицы со всей республики сшили уникальный ковер, тем самым внесли вклад в обеспечение экологической безопасности и идеи защиты окружающей среды. Ковер длиной в 2,5 метра и шириной в 1,5 метра сшит в традиционной технике КБТ. Произведения из 18 районов республики транслируют идею сохранения природы, они сотканы из материала сукно. Данный материал отличается плотностью, экологичностью и долговечностью. Сегодня во время мероприятия, посвященного теме «Природа и человек», якутские мастерицы передадут ковер в дар музею имени Емельяна Ярославского. Идея ковра, оно сподвигло произведение Сергея Афанасьевича Зверева «Кылола Айкаланяка Артайга». Вот когда читаешь вот такие произведения, вообще в жизни, в истории всего мира, вот когда переходят такие сложные времена, мы обращаемся к народной мудрости и народному фольклору. И в данном случае вот это произведение, и там он даже очень точно описывает, как чувствует природа, как дышит природа после пожара. Вот когда вот прочитала эти строки, меня вообще вот как-то это меня взбудоражило, можно сказать. И мы вот решили сказать свое слово посредством доступного нам способа, наглядного, чтобы оно вот было такое вечное произведение. В Ленском районе проводили на пенсию заслуженного работника управления культуры Светлану Кударь. Женщина отдала всю жизнь своей профессии, на ее счету огромное количество достижений, о которых наши коллеги расскажут в следующем сюжете. Торжественное мероприятие состоялось в историко-краеведческом музее. На заслуженный отдых Светлану Кударь пришли проводить все официальные лица города. Каждый в своем выступлении отметил ее весомый вклад в развитие культуры в районе. То, что Светлана Пантелеевна сделала за эти годы, на самом деле многого стоит. Вот мы прошли очень большой путь от Иркутска до Якутска. Я вам хочу сказать, что вот начиная от Иркутска до Покровска лучшие музея и объектов управления культурой нигде нет. Вот начиная от Иркутска, я все населенные пункты посетил. Причем там города есть гораздо больше, чем Ленск, и финансово более обеспеченные, чем Ленск. Тем не менее, у них вообще вся структура управления культурой на более низком уровне, чем у нас с вами. Коллеги Светланы Пантелеевны признаются, что без нее будет сложно. Она 14 лет руководила музеем и была двигателем всех идей. При ней началось развитие в районе музейного дела. Она добилась переезда из старого ветхого здания в новое современное, где появились эксклюзивные экспозиции. В этот праздничный день в адрес героини нашего сюжета от гостей и коллег звучало много теплых слов, которые в суете будних дней редко говорят и слышат многие. Светлана Пантелеевна в меру строгая, но в то же время она очень чуткий человек. То есть если какие-то проблемы возникали и в плане работы, и в плане каких-то личных там, да, проблем, она никогда не отказывалась, всегда эти проблемы решались сообща, всегда откликалась. И все наши идеи, да, которые у нас созревали по нашей работе, например, она всегда во всем нас поддерживала. Благодаря Светлане Кударь историко-краеведческий музей в этом году провел 3 республиканских мероприятия, несколько выставок с участием других регионов и городов. И это только малая часть ее заслуг. Об остальном, как сказал один из приглашенных гостей, нужно написать большую книгу, 4-й том о развитии культурной жизни Ленского района. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске проходит открытие выставки корейских художников Пак Мион и О Хён Сук. Экспозиция посвящена году культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея и расположилась на базе культурного центра «Сергеляхские огни». Подробнее о выставке нам расскажет наш корреспондент Саргалана Неустроева. Она на прямой связи со студией. Саргалана, приветствую. Какие особенно значимые работы можно отметить на этой выставке?
Приветствую, Кристина. Здесь, в культурном центре «Сергейлявские огни», представлено более 30 работ корейских художниц. И каждый сам сможет определить для себя свою любимую. Важно также отметить, что каждая из этих работ выполнена в традиционном корейском стиле. Здесь можно прочитать и некий восточный колорит, и азиатскую сдержанность, и лаконичность. Но выставка будет работать до первых чисел декабря, поэтому каждый сможет прийти и оценить экспозицию самостоятельно, абсолютно бесплатно. Ну, а в Якутию, к сожалению, смогла прибыть только одна художница, это госпожа Пак Мион. Свои впечатления от прибытия в самый холодный край мира она сообщит нам уже после торжественного открытия выставки. Ну, а о самом сотрудничестве Якутии и Республики Корея нам рассказал заместитель министра по внешним связям Сергей Хатылыков. Предлагаю послушать. Вы знаете, между Республикой Саха-Якутия и Республикой Корея уже давние связи. Очень у нас большая традиция сотрудничества между нашими республиками. И в 1996 году было подписано первое соглашение между городом Чанвон и городом Якутск по братимских отношениях. Сначала был меморандум, потом в 2000 году соглашение о сотрудничестве. Ну и с Кореей мы постоянно сотрудничаем. У нас уже очень тесное взаимодействие в разных сферах. Это наука и спорт, образование, медицина, торговля, туризм. Ну, это что касается сотрудничества в целом Якутии и Республики Корея. Ну, а сам же СВФУ, который, кстати, выступил одним из организаторов выставки, сотрудничает с Кореей уже на протяжении 5 лет и более. И это уже третья экспозиция от корейских художников, которая представлена на базе университета. Эта же экспозиция уже позже, после первых чисел декабря, будет отправлена в Хангаласский район, в город Покровск. А к этому часу у меня все. Кристина. Спасибо. Об открытии выставки корейских художников нам рассказала наш корреспондент Саргалана Неустроева. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.